Знаменитого Шурале узнают и дети, и взрослые, ведь на сказках Габдуллы Тукая выросли многие. В этот день в парке имени поэта можно было встретить не только этого лесного жителя, но и Водяную и других персонажей сказок. 26 апреля исполнилось 140 лет со дня рождения великого татарского поэта и писателя. Зур авыл өстендә шыкта нурлы ай калкып, көмешләнгән бөтен өйләр вә сәхрәләр тора балкып. Ученица второй гимназии Амира Ермолюк читает стихотворение «Материнская молитва». Это ее одно из любимых произведений Тукая. Девочка – мастер художественного слова. В конкурсе чтецов она заняла первое место. Я каждый год участвую в этом конкурсе. Мне мама с самого детства читает стихи Габдуллы Тукая. Я сегодня читала стихотворение «Она дуасе» Габдуллы Тукая и заняла первое место. Я этому очень рада. А вообще конкурс чтецов произведений Габдуллы Тукая существует вот уже 34 года. В этот раз в нем участвовали более 200 человек. Из них 42 стали финалистами. Самому старшему участнику 52 года, самому младшему – 5. Каждого наградили дипломами и памятными подарками. У нас есть постоянные участники, которые несколько раз уже участвуют. Естественно, с каждым разом они все лучше и лучше показывают свое мастерство. Габдулла Тукай прожил всего 27 лет. Из них почти половину в скитаниях по чужим углам. Не имел своего дома, умер в нищете, но оставил наследство, которым до сих пор живет целый народ. Его стихи знают наизусть от Казани до Стамбула. Я влюблена в творчество Габдуллы Тукая. Мне очень нравятся его стихи и сказки. С самого детства мои родители читали мне его сказки. С памятным днем нижнекамцев поздравил Ратмир Беляев. Он вручил дипломы горожанам, внесшим большой вклад в сохранение родного языка и культуры. Габдулла Тукай внес огромный вклад в развитие родного языка, в развитие татарского народа. Действительно, и книги, и стихи, и вся поэзия, она связана с родным татарским народом. Поэтому мы чтим память Габдуллы Тукая, мы склоняем голову перед великим поэтом. И сегодня сохранять родной язык – это наша обязанность. В завершении праздника поэзии собравшиеся возложили цветы к памятнику Тукая. Расходиться никто не спешил. Многие посетили выставку книг произведений Тукая. Светлана Шумкова, Альбина Валеева, Максим Липин. Новости НТР.